Ассаляму алейкум. Мы сейчас находимся в Башкирии, Мечетлинский район, село Большая Ака. Вот это вот здание, оно построено еще до революции, в 1915-16 году. Вот сейчас она как больница функционирует. Ну и до этого тоже функционировала как больница. Она построена благодаря вот Мухаммедову Мустафе и Хафизбаю Хабибуллину. Мустафа учитель Мухаммедов. Он выписывал газеты местные, в округе которой Красноуфимская область была тут. Вот, и увидел в одной газете новостную ленту, где говорилось то, что в Красноуфимске находятся австрийские военнопленные. И вот он предложил Мустафе, Хафизбаю вернее, взять в аренду этих немецких военнопленных, так как знали, понимали, наверное, то, что они хорошие строители, инженеры, чтобы они построили здание для будущего училища. Тут должно было быть первоклассное училище, ну, как бы на современный лад. В то время здание школы было обветшалым, маленьким, и вот оно нуждалось в увеличении помещения, площади. И вот Хафизбай согласился на это, они съездили в Красноуфимск, взяли этих военнопленных, какую-то часть в аренду, и потом сначала эти военнопленные построили кирпичный завод. Это вот там река Ака протекает вот за деревней. Они за этой рекой сначала построили кирпичный завод, кирпичи сделали, вот уже потом вот построили вот такое здание. Но потом в 17 году началась революция, и вот это здание до 1920 года, что ли, стояло без крыши. Вот и потом крышу покрыли и сделали как тут амбулаторию, больницу. Вот так его история на этого здания вот такая, то что здесь планировалось открыть школу современного уровня на то время. Хафизбай, как мы знаем, он был раскулачен, все его богатство отобрали. Сам он потом умер после заключения в 10 томах. Мустафу в 30-х годах тоже НКВДшники схватили, он тоже в тюремной больнице умер в Уфе. А вот это здание до сих пор оно стоит, хотя людей уже нету. Оно стоит, функционирует, хотя не как учебное заведение, как больница, но все равно люди получают, общество получает от этого здания пользу. Поэтому, как мы знаем, если человек умирает, все, говорит, его дела заканчиваются. То есть уже ничто ему не поможет, кроме 3 вещей, говорит. Это праведные дети, которые делают за родителей и за своих предков дуа, и благодаря этому дуа Аллах прощает их грехи, их положение улучшается. Во-вторых, говорит, это оставленные знания. Например, человек какими-то знаниями обладал, он учил этому людей, и этими знаниями до сих пор люди пользуются. Вот благодаря этим знаниям, которые до сих пор работают, люди получают, умершие получают пользу. И в-третьих, если человек построил какую-то, например, мост, там, больницу, детскую площадку или какое-то другое здание, да, он умирает, а вот это его построенное здание, какое-то сооружение приносит пользу обществу. И благодаря этому зданию человек тоже получает савабы, то есть вознаграждение. Вот. Пусть Аллах простит грехи тем людям, которые построили это здание. Пусть вознаградит их, пусть увеличит их благие дела. И пусть Он ведет благодаря их деяниям, благодаря по милости Аллаха, чтобы Он их вел в рай. Иншаллах. Вот такая вот коротенькая история про это здание. Вот оно большое такое. Видно, что на немецкий лад сделано. Высокие потолки, высокие окна. Вот так вот. Это вот территория в округе тоже. Там березовый лес. Оно так вдоль деревни тянется. Вот там идет. За деревней там, как бы на той части река. Вот он с севера на юг течет вот так. Там уже поля. Вот такое
интересные. И еще вот забыл добавить, в деревне, вот когда я рос, всегда, ну, ходила такая, как бы, как не поговорка, уже говорили, когда ты грязный ходишь, например, дети там грязные ходят, говорили, Нарсая, говорит, синьорисюн, С3 солдат, как бы, говорит. И вот, ну, я никогда не понимал этого выражения, С3 солдат, С3 солдат. А когда вот услышал эту историю про постройку вот этого здания, я услышал эту историю от сына Мустафы, Ахмед Сафы, который жил в Алигазово, Мархумин Ульды. Вот он мне рассказал эту историю. И до меня тогда вот открылось понимание, что это значит выражение С3 солдат. То есть это С3 солдат, это австрийские военнопленные, которые, ну, строят это здание. Естественно, они, наверное, ходили грязные, оборванные. Вот с тех пор это выражение в деревне гуляет. С3 солдат.